Добрый день, уважаемые абитуриенты! Меня зовут Гайсина Лира Альбертовна, и сегодня я проведу консультацию о вступительных испытаниях по биологии. Наш экзамен будет длиться 60 минут. Важное, замечание, что для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья при наличии соответствующих подтверждающих документов продолжительность экзамена увеличивается до 1,5 часов. Обратите внимание, что вам будет даваться только одна попытка. Экзамен пройдет в дистанционном формате в виде теста. Всего будет вам предложено 25 вопросов. Структура экзамена, она повторяет структуру биологии и состоит из следующих разделов. Это первый раздел – ботаника, второй раздел – зоология, третий раздел – человек и его здоровье, четвертый – общая биология, генетика и пятый раздел – экология. Для того, чтобы пройти испытание, вы должны набрать минимальное количество баллов 36, и максимальное это 100 баллов. Особое внимание давайте остановимся на особенностях дистанционного сдачи экзамена. Первый вход осуществляется через логин и пароль, отправленный на электронную почту. Если вдруг вы не получили письмо, обязательно проверьте папку «Спам». Последующее посещение сайта уже осуществляется под своим паролем, который вы меняете при первом входе в учетную запись. Перед каждым экзаменом нужно сфотографироваться и прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта с фото и обязательно фамилия, имя, отчество. Время, отведенное на прохождение экзамена, ограничено. Как уже было сказано, это 1 час или 1,5 часа в случае подтверждающих документов о ограничениям по здоровью. И всего одна попытка. В конце консультации вам будет предложена пошаговая инструкция сдачи вступительного экзамена. Обратите внимание, что вся информация об вступительных испытаниях находится на сайте приемной комиссии. Адрес представлен, да? На этом же сайте представлено расписание консультаций и вступительных испытаний. Обязательно ознакомьтесь внимательно, потому что если вы пропустите день консультации экзамена, то уже возможности сдать у вас не будет. Вот вам представлено, расписание. Посмотрите, биология у нас, проходит экзамен 21 июля. Это у нас консультация перед экзаменом. Теперь посмотрите, здесь есть несколько дат, да, для сдачи экзамена. Сначала первая дата – это 23 июля для тех, кто подаст документы с 20 июня по 20 июля. Затем 16 августа для тех, кто подаст документы с 21 июля по 12. Затем 19 августа для тех, кто подаст документы с 13 по 16 августа. И 14 сентября для тех, кто подаст документы уже последний период с 17 августа по 11 сентября. Для того, чтобы подготовиться и успешно сдать экзамен, вам необходимо найти на сайте программу вступительных испытаний. Посмотрите, где она находится, да? Стрелочкой желтой все обозначено. Она называется программа вступительных испытаний биология. Заходите по этой ссылке и скачиваете программу. Представлен вам фрагмент этой программы. Вначале дается
информация и даются сведения о том, каковы требования к оборудованию, компьютеру. Обратите внимание, что вот эти все моменты необходимо учесть, потому что если у вас возникнут какие-либо технические проблемы, то, соответственно, у вас не будет возможности сдать экзамен, потому что экзамен сдается дистанционно. Просьба поэтому все заранее проверить, работают ли у вас вот эти все параметры и сможете ли вы дистанционно отвечать на вопросы. Ну, как мы уже с вами обсудили, значит, программа, она построена традиционным образом, да, в том порядке, в котором различные разделы биологии изучаются в школе. Да. Вот я не буду ее все озвучивать, скажу, что первый раздел – это растения, бактерии, грибы, лишайники. Затем второй раздел – животные. Да. Потом идет у нас человек и здоровье, общая биология. И еще у нас есть раздел экологии. Вот. Как я уже сказала, значит, экзамен представляет собой 25 тестовых заданий. Вот перед вами 5 примеров теста. Вот. Тесты, значит, разработаны в строгом соответствии с программой по биологии. Вот. Посмотрите, вопросы какие. Растения какой группы образовали залежи каменного угля? Моховидные, папоротниковидные, цветковые или древние водоросли? Какой правильный ответ? Ответ второй, папоротниковидные. Второй вопрос. Клетчатка, содержащаяся в сырых овощах и фруктах, употребляемых в пищу человеком, способствует улучшению пищеварения в желудке, расщеплению углеводов, моторной функции кишечника, либо всасывания питательных веществ в кровь. Правильный ответ под цифрой 3, да, моторной функции кишечника. Следующий вопрос. Генетическое единство популяции животных поддерживается широким расселением особей, свободным скрещиванием ее особей, саморегуляцией или пищевыми связями. Значит, пункт 2. Свободным скрещиванием ее особей. Четвертое. Резкое возрастание численности особей в популяции, при котором возникает недостаток ресурсов, приводит к обострению борьбы за существование, появлению мутаций, возникновению модификаций, появлению комбинативной изменчивости. Здесь правильным является первый вариант – обострению борьбы за существование. И следующий вопрос – это основные ароморфозы земноводных, позволившим им выйти на сушу. Первое – плавательные перепонки. Второе – трехкамерное сердце, дыхание легкими и кожей, развитие органов обоняния и осязания. И четвертое – появление поперечно-полосатой мускулатуры и хорды. Правильный ответ под цифрой 2. Трехкамерное сердце, дыхание легкими и кожей. И здесь обратите, пожалуйста, внимание, что в программе дается список литературы, по которой вы должны готовиться. Поэтому убедительная просьба заранее, значит, найдите эту литературу, либо, значит, в библиотеке, либо можно найти в PDF формате, и используйте вот эти пособия для подготовки к экзамену. И на последнем слайде представлены мои контакты. Как я уже сказала, меня зовут Гайсина Лира Альбертовна, моя почта liragaysina@gmail.com. Всю информацию вы можете найти на сайте bspu.ru в разделе «Абитуриенту». Ссылка дана. И также на ваши вопросы ответят, значит, коллеги из приемной комиссии. Телефон тоже представлен. Кроме того, обратите внимание, что, значит, имеется QR-код, по которому вы тоже можете найти всю необходимую информацию об экзамене. Желаю вам успешной сдачи экзаменов, уважаемые абитуриенты. Первый вход в личный кабинет у нас уже был. Теперь рассмотрим первый вход в систему вступительных испытаний. Если у вас во вкладке «Вступительные испытания» в личном кабинете отображается расписание личных
вступительных испытаниях личное расписание, то есть оно примерно будет выглядеть так. Те предметы, которые вы должны сдавать в ВУЗе, у вас будут отображаться, если их вам назначат, то есть назначат экзаменационную группу уже. Как только у вас вот в личном кабинете отображается такая табличка, значит, к вам пришло письмо на почту об учетной записи в системе вступительных испытаний. То есть вот вступительные испытания БГПУ имени Акмуллы, новая учетная запись. Обратите внимание, что часто вот именно эта рассылка попадает в папку спам. Обязательно проверяйте папку спам. Вы заходите и проходите по ссылке. Вот, по ссылке. Вы оказываетесь на сайте, где будут проходить вступительные испытания. Вы копируете логин. Логин — это ваша электронная почта. И пароль, обратите внимание, что он временный, то есть вы заходите через него только один раз. Заходим. При первом заходе вас потребует, чтобы вы сменили пароль на свой собственный. Все. Как только вы смените пароль на собственный придуманный, вы под этим паролем всегда заходите на любые экзамены именно под своим собственным паролем. То есть никаких новых вам уже не пришлют, если у вас несколько экзаменов. Вот я поменяла все на собственный, то есть все, я свою учетную запись полностью поменяла, теперь зайти могу только я. И вот уже вот этого нашего абитуриента тестового вступительное испытание есть, социальная психология. Обратите внимание, что 23 июля, то есть только 23 июля вы сможете сдать это вступительное испытание. Тут у вас будет путеводитель, который вам, если что, поможет разобраться, как этот сайт работает. Но я быстренько вам все-таки объясню какие-то моменты. У вас тут будут закреплены две инструкции по закреплению файла. Она вам пригодится для того, чтобы закрепить вашу фотографию перед непосредственно экзаменом. То есть, например, вот у нас говорится, дать ответ на задание. То есть надо сделать сначала фотографию с паспортом, чтобы потом у вас открылся тест для прохождения. В инструкции, которая будет закреплена в личном кабинете, будет все тоже подробно расписано. Вы должны сфотографироваться так, чтобы было видно ваше лицо и, главный разворот паспорта. Такую фотографию вы подгружаете в первое задание, где прикрепить цветное фото, где видно лицо абитуриента и главный разворот паспорта. Как только вы его прикрепите, у вас откроется тестирование. Тестирование длится от часа до 1,5 часов для обычных абитуриентов, и для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья будет отдельный тест еще вывешен, где будет 1,5 часа и более. На 1,5 часа, не более на 1,5 часа продлен этот тест. Вы заходите все просто в тестирование. Даже если тут будет тест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, вы туда его не проходите, только проходите один единственный тест. Попытка только одна. Если у вас какой-то технический сбой, то, пожалуйста, сразу же вы пишите на почту приемной комиссии или звоните на почту приемной комиссии.